эфире Абхазского телевидения субботний выпуск новостей Сапшала. В студии Гугуца Вардания. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня и о других темах. Здравствуйте! Сегодня в выпуске статистика собираемости о поступлении платежей за электричество. 95-й театральный, что ждет в этом сезоне зрителей Абхазского драматического театра. Подиум планеты. Наша соотечественница Шазина Аргун заняла 3-е место в чемпионате мира по парикмахерскому искусству, макияжу и ногтевому сервису. Ежегодные состязания. Стартовал турнир памяти Варлама Лакарба. Электроэнергия – это товар, который требует значительных затрат на производство, передачу и распределение. Без своевременных платежей от потребителей система начинает давать сбои, отмечают специалисты. В последнее время в сфере энергопотребления наметилась заметная положительная динамика. Собираемость платежей по всей республике за последние 10 месяцев по всем категориям абонентов составила 53,6%. Из них по юридическим лицам 78,4%. По физическим 36,7%. О статистике собираемости в нашем следующем репортаже. По данным Черноморэнерго, задолженность населения за свет в Абхазии с 2016 года составляет 7 миллиардов 631 миллион рублей. Значительная сумма, которую могли бы вложить в ремонт электросетей. По итогам технического обследования электросетевого хозяйства абхазскими и российскими экспертами подсчитано, что на модернизацию сетей в республике необходимо более 12 миллиардов рублей. Понятно, что это мероприятие только лишь касается части сетевого хозяйства, линий, подстанций, опор и так далее. Но невозможно эти мероприятия реализовать без соответствующей финансовой составляющей. Поэтому здесь я уверен, что наши граждане это понимают, но мы бы хотели еще раз подчеркнуть, что каждый платеж, который поступает по электроэнергии, он очень важен. Он в конечном счете позволяет нам обеспечивать светом всех, и социальные наши объекты, и школы, и детские сады, и дома. Поэтому это чрезвычайно важно. Динамика повышения собираемости платежей, конечно, растет, и это дает нам возможность с надеждой смотреть на завтрашний день, потому что вся наша работа связана с приобретением нового материала, оборудования. У нас у хозяйствующего субъекта нет другого источника финансирования, кроме как сборы за потребленную электроэнергию. Именно так организована работа в СОЭС. Деньги, которые потребители платят сегодня за электричество, направляются на ремонтные работы в электросетях. Кстати, собираемость платежей за свет по городу Сухум выросла. В октябре за потребленное электричество заплатили 60-63% физлиц. Раньше цифра составляла 45-48%. Улучшилась статистика и у юрлиц. Всего в прошлом месяце столичные абоненты заплатили 49,3 миллиона рублей. Деньги направят на закупку трансформаторов, обновление линий электропередачи и столбов. Да, действительно повысился процент собираемости как по юридическим лицам, так и по физическим лицам. В первую очередь это связано с установкой инновационных приборов учета, которые в автоматическом режиме дистанционно отключают абонентов при задолженности, без участия человека. То есть программный комплекс задает параметры на отключение, формирует список и выдает уже контролерам готовые списки на отключение. Конечно, это повышает платежную дисциплину, потому что люди понимают, что уже независимо от того, пришел ты в кассу или нет, в любом случае электроэнергия будет отключена, и за нее, как за любой товар, своевременно нужно оплачивать. В течение 2026 года в Абхазии планируется установить 60 тысяч приборов учета электроэнергии. Из них 23 тысячи для многоквартирного жилищного фонда, 37 тысяч для индивидуальных жилых хозяйств. Собираемость за потребленную электроэнергию выросла не только в столице, но и по всей республике. И за последние 10 месяцев по всем категориям абонентов составила 53,6%. Из них по юридическим лицам 78,4%, по физическим
Архангельским 36,7. Это связано с несколькими факторами, связано с тем, что более предметно и серьезнее стало работать управление по сбыту, которое отвечает за собираемость Черноморэнерго. Также нужно сказать, что результат повышения стал благодаря установке приборов учета, современных приборов учета наших абонентов, которые, с одной стороны, не только для предприятия, улучшают его финансовые показатели, но что самое важное, они стимулируют наших абонентов уже к более экономному и более энергобережливому отношению к электроэнергии как к ресурсу. Средства, полученные Черноморэнерго за оплату электроэнергии, были направлены на закупку коммерческого перетока. В этом году по поручению президента закуп коммерческого перетока электроэнергии у России начался заранее, с августа, для того, чтобы избежать верных отключений в сложный осенне-зимний период. Сократились и нагрузки. Экономия электроэнергии в ноябре составила более 15 миллионов киловатт в час, отметили в Черноморэнерго. Экономия наблюдается, экономия даже в рамках этого месяца там уже более 15 миллионов киловатт-часов сэкономлено. В прошлом году в этот период у нас были уже очень такие тяжелые нагрузки. На данный момент этого нет. Это сокращение потребления очень сильно связано с тем, что были проведены серьезные, очень тяжелые мероприятия по обесточению нелегальных присоединенных к системе майнинга ферм или локальных каких-то маленьких, там, несколько аппаратов кто-то подключал. Большое содействие оказали, в принципе, оказывает по сей день МВД, СКП, таможенный комитет. Большие труды были вложены для того, чтобы достигнуть эти показатели. В Абхазии с 1 января 2025 года для физических лиц тариф составляет 1 рубль 70 копеек за киловатт в час при однофазном подключении и 2 рубля 20 копеек при трехфазном. Юридические лица и индивидуальные предприниматели платят 3 рубля 20 копеек за киловатт в час. Ранее эти суммы составляли 40 и 80 копеек. В общем вале, если смотреть, общий вал увеличился, также относительно увеличения тарифа тоже. Но сам процент не считается в рамках общего вала, процент считается от начисленного объема, то есть объем начисления формируется из объема потребления электроэнергии. Относительно этого мы наблюдаем увеличение количества платежей. Даже вот живой пример можем взять. Город Сухум, количество платежей там составлял в 2023 году, скажем, в ноябре месяце около 3000 платежей. А сейчас на данный момент около 7-8 тысяч платежей только от физлиц, не считая юридических лиц. То есть это увеличение количества платежей говорит о том, что увеличивается количество людей, которые начали оплачивать за потребленную электроэнергию. Можем озвучить проценты, в принципе, которые нам показывают, что вот в рамках 2024 года на текущий момент собираемость составляла 44,6. Аналогично, если смотреть на 2025 год, мы имеем на данный момент 53,6% собираемости. То есть, если углубляться в прошлые периоды, динамика растет с 2023 года по 10-11% увеличения собираемости ежегодно мы наблюдаем. В республике около 12 тысяч потребителей, которые получают электроэнергию по льготным тарифам. В основном это сотрудники правоохранительных органов, ветераны войны. По поручению президента сегодня разрабатываются льготы и для других категорий граждан. По поручению президента правительство до конца года утвердит льготу на электроэнергию для учителей в сельской местности и для многодетных семей, в которых трое несовершеннолетних детишек и более. Кроме того, специалисты разрабатывают приложение, по которому можно будет оплачивать деньги за потребленную электроэнергию. Это приложение, которое позволяет увидеть каждому абоненту, который зарегистрируется, свои текущие режимы в целом потребления, свои оплаты. И дает возможность онлайн-оплаты, если есть карта АПРА, то можно будет оплачивать за потребленную электроэнергию через данное приложение. На данный момент функционирует приложение Амрабанка, в котором есть раздел
оплаты коммунальных услуг. И в этом разделе есть Черноморэнерго, и на данный момент тоже можно оттуда производить платежи. Но информация о текущей задолженности туда пока не появляется. Это будет уже реализовано с момента внедрения новой системы платежей. Внедрить приложение планируют в первом квартале следующего года. Гугуца Вардания, Раму Камке, Юрий Арцебашев, Абхазское телевидение. За кулисами не просто декорации и реквизит, за кулисами целая жизнь. Репетиции до ночи, споры о трактовке ролей, трепет перед премьерой и овации, ради которых все это затевалось. Этой осенью в Абхазском драматическом театре открылся 95-й юбилейный сезон. О том, что ждет зрителей в этом году, наш следующий репортаж. Новый сезон для театра – это новые задачи, а там, где ставят задачи и нацелены на их реализацию, непременно стоит ждать успеха. Абхазский театр в начале сентября вступил в 95-й юбилейный сезон. Судя по плану на этот период, гендиректор Хибла Мукба задала достаточно активный темп развития. В первую очередь об этом стоит судить по количеству успешных премьер за этот достаточно короткий срок. За последние 4 месяца и даже больше у нас прибавилось до 5 премьер. До завершения 94-го сезона мы показали в «Джазе только девушки». Это комедия, которая собирала несколько раз аншлаги. Также у нас была премьера «Чайки» по Чехову. Последняя наша премьера – это «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина. Юбилейный 95-й театральный сезон мы начали в сентябре, и в начале месяца у нас была премьера «Голова короля» по пьесе Евгения Шварца. Это известная всемирная пьеса, и этот спектакль ставят во многих театрах мира. Но самое главное, что мы хотим отметить, пьеса была выбрана неспроста. Этот спектакль впервые был поставлен, получается, примерно около 60 лет назад. И получается, что мы возобновляем тот старый репертуар, который когда-то был в театре, и оживляем, скажем так, эти спектакли. Ну, естественно, согласно плану работы на 95-й юбилейный сезон у нас запланировано много премьер, выезды. Один из них уже был в Нальчике, где наши актеры отличились. И постановка «Азду» на основе произведения Алексея Гогуа также завоевала диплом. И на этом фестивале «Южная сцена» был отмечен наш актер, заслуженный артист Абхазии Даура Руха. В 95-м юбилейном сезоне зрители Абхазского драматического театра ждут такие премьеры, как «Каматич» Дмитрия Гулия, «Псхалион» Виталия Маршан, «Илана» Алексея Гогуа, «Король Лир» Шекспира, «Женская честь» Ивана Папаскири и другие. Новый год Абхазский драматический театр порадует маленьких зрителей сказочной постановкой «Быбыш». Спектакль будет идти с 24 по 30 декабря дважды в день в 11 и 13:00. Также его покажут 3 и 4 января. В эти дни театр с гастролями находится в Уфе. В рамках программы «Большие гастроли» труппа выступит на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета с музыкальным спектаклем «Золотое руно» по поэме Мушни Лассурия. Это самая масштабная постановка в Абхазии. В общей сложности в ней задействовано 50 человек. Очень рада, что нам выпала такая возможность, такая радость, такая честь выступить в Башкирском театре оперы и балета. Очень интересный и процесс работы, и сам спектакль совершенно потрясающий. Спасибо всем, и композитору, и режиссеру, и всем участвующим лицам. Самое главное, чтобы зритель был доволен, но и, естественно, мы, артисты, получаем колоссальное удовольствие. Всем большое спасибо, всем удачи, с Богом! После возвращения труппы из гастролей в Уфе начнется подготовка к новым во Владикавказе. Там наш театр покажет 3 спектакля. Нельзя не отметить то, насколько театр преобразился. На стенах фойе появились фото корифеев. Именно они стоят у истоков создания абхазского театрального искусства. Их реставрировали художники, сотрудники театра Диана Допуа и Гарри Доче. На этих фотографиях у нас
корифеи абхазского театра, актеры, которых когда-то очень любила абхазская публика. В фойе также можно прикоснуться к истории театра. Здесь красуются элегантные роскошные костюмы из спектакля «Алибей», созданные из натуральных дорогих тканей, а также головные уборы, инкрустированные натуральными камнями. В другом фойе перед посетителями театра предстают черно-белые фото актеров. Эти художественные снимки буквально приковывают взгляд, как и харизма самих актеров. Абхазский театр заботится о том, чтобы подрастающее поколение ближе знакомилось с театральным искусством. «Вечер в театре» – как раз тот проект, который дает такую возможность. Он реализуется в рамках сотрудничества с ВАК. Так, в театре уже побывало более 200 детей. Это школьники из сел Хабстад, Хина, Приморская, Бамбора, Лыхны и других. Еще один проект, о котором хочется рассказать и показать – театр в эскизах. Студенческий взгляд. Работы студентов худучилища имени Алексея Чачба. Эти работы сделаны в рамках нашего проекта «Театр в эскизах. Студенческий взгляд». Мы его запустили как раз с началом нового театрального сезона, с сентября, и студенты приходили к нам на различные постановки. Здесь есть эскизы с таких спектаклей, как «Носороги», «Дом Бернарды Альбы», ну и ряда других спектаклей. Этот проект работает, но проблема в том, что художники, люди творческие, им нужно больше времени на то, чтобы они выполняли свои основные задачи. И они приходят не так часто, как хотелось бы, но мы, естественно, этот проект не закрываем, мы его продолжаем. В общем, планов много. Кроме того, Абхазский театр набирает целевую группу для обучения в престижном Московском театральном институте имени Бориса Щукина. Набор абитуриентов начался в конце лета, а в сентябре первая группа заявителей прошла первый этап отбора. Если среди вас есть желающие стать актерами театра и кино, а также получить образование по специальности режиссер, у вас есть прекрасная возможность. Но сроки ограничены. Необходимо подать заявку до 15 декабря. Номер для связи вы видите на своих экранах. Наблюдая за активной жизнью Абхазского театра, на душе становится теплее от того, что здесь любят и отдаются своей профессии всецело, и от того, что здесь звучит наш богатый и самый красивый абхазский язык. Гугу Цавардания, Юрий Арцебашев, Абхазское телевидение. Третье место в чемпионате мира по парикмахерскому искусству, макияжу и ногтевому сервису заняла свадебный стилист из Абхазии Шезина Аргун. Мероприятие проходило в Сочи с 20 по 23 ноября. Продолжит тему Хайлита Арутюнян. По профессии историк, но она выбрала другой путь. Уже на протяжении 2 лет Шезина Аргун разрабатывает и воплощает в жизнь целостный образ невесты. Профессия свадебный стилист больше подходит ее творческой натуре. Она всегда стремится к развитию своих навыков и расширению знаний в этой сфере. Доказательство тому 3-е место в чемпионате мира по парикмахерскому искусству. Не могу рассказать, что я с детства хотела делать прически, что я куклам, допустим, чесала волосы. Нет, такого не было. Вот именно спонтанно. Ну и, наверное, то, что я всегда следила за Георгием Котом, привело потихонечку меня. Я всегда следила за его деятельностью, потому что я им восхищалась. Я восхищалась его работами. Но я не думала никогда, что жизнь вообще сведет меня с тем, чтобы я с ним встретилась даже. Не то, что проходила у него обучение. Такая вот жизнь, она преподносит нам вот такие вот сюрпризы. Наверное, я по маминым стопам пошла. Она у меня художник, и вот где-то в душе это вот у меня проявилось. Новые тенденции в мире искусства требуют постоянного развития навыков. Это залог успеха мастера. Пройдя курсы повышения квалификации у мастера международного класса, члена Союза дизайнеров России Георгия Кота, Шезина приняла решение показать свои умения и талант в таком масштабном конкурсе. Все началось с того момента, как я приняла решение поехать на обучение к Георгию Коту в Сочи. Вот. Там я познакомилась с Георгием Котом, с очень интересными людьми. И когда он узнал, что я из Абхазии, он предложил участвовать на чемпионате мира. Я, естественно, сразу же согласилась. В мероприятии принимали участие представители индустрии красоты 45 стран – России, Абхазии, Италии, Армении и других. Это был не просто форум профессионалов, но и яркое, зрелищное шоу.
это даже очень трудно передать словами, потому что мне кажется, что каждый человек должен просто там побывать. Нереальное количество людей, талантливых, успешных, людей, которые соревнуются, приехали побеждать. 1500 участников собрали на одной площадке, именно конкурсантов. В общей сложности 3000 людей, которые разместили в Роза-холле в Сочи. Это огромное количество людей на одной площадке. За всеми образами стоял колоссальный труд участников конкурса. Каждый старался показать свою работу в самом лучшем свете. У нас были номинации. Я выбрала 4 номинации в разных видах причесок, и один образ у нас был фантазийный. Вот я заняла 3-е место по 3-му виду, это модные волны, свадебные модные волны. Но я хочу сказать, что у нас и другие образы были очень на достойном уровне. В каждой номинации по 3 вида прически, от более простой прически к сложной прическе. Там уже каждый участник выбирал, какую он хочет прическу сделать. И вот мы выбирали в данных номинациях. Головной убор и фотомодели, открывающий конкурс, был подготовлен тренером Азниф Сариян из волос. Шизину Аргун, как она сама признается, покорил фантазийный образ, несмотря на определенные сложности, связанные с его созданием. Для выбора этого образа ушло достаточно много времени, но приложенные усилия оправдались. Я выбирала образы, но для меня было важно, чтобы это было мое видение. И за 4 дня до чемпионата я колоссально поменяла образ. Я его сделала абсолютно своим, не опираясь на картинки из интернета. Просто реально хочу поблагодарить свою маму, которая мне в этом помогала, потому что мы 4 дня не спали и клеили вот эти перышки, чтобы представить эту корону. Мой образ это была царица, лесная белая царица. Перед началом чемпионата тоже была проведена большая подготовка. Несмотря на то, что Шизина Аргун в повседневной жизни работает свадебным стилистом. Каждую неделю до начала чемпионата в свои выходные дни она вместе со своим тренером Азниф Сариян трудилась, не покладая рук. Мы прям купили манекены и готовились на манекенах. Каждый вот эти 2 дня мы очень серьезно посвящали именно подготовке. Мы работали над этими образами с утра до вечера, в 2 выходных дня. Без перерыва. Мы чесали и чесали, потому что по-другому на чемпионате не побеждают. Все то время, которое отдала свадебный стилист вместе со своим тренером, труд, упорство принесли свои плоды. Завоевать 3-е место в чемпионате мира по парикмахерскому искусству и представлять свою страну – большая гордость для мастера. Я слышала только слово Абхазия, честно, я не слышала свое имя. Первые секунды неожиданности. То, как я вышла на сцену, я не помню, я вот скажу честно. Я уже вспоминаю эти моменты, когда на меня надели медаль. Я должна была, наверное, это сделать. Вот это для меня было самое важное, именно представить Абхазию на этом чемпионате. Даже не могу, наверное, найти тех слов, чтобы описать эти эмоции. Естественно, я ехала за свою страну, естественно, я с гордостью поднимала флаг. Просто в этот момент флаг был у меня в руках, и от неожиданности я его так в руках, честно говоря, и пронесла. Уже там, на месте, когда уже пришла в себя, поняла, что его надо раскрыть и повесить на себя. Было просто эффект неожиданности сработал. Чемпионат мира по парикмахерскому искусству, макияжу и ногтевому сервису проходил в Сочи с 20 по 23 ноября. А организаторами были Георгий Кот и Уолин Профессионал. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 29 ноября стартовал детско-юношеский турнир по футболу, посвященный памяти кавалера ордена Леона, легендарного игрока сухумского «Динамо» Варлама Лакарба. В соревнованиях принимают участие юные футболисты 2017 года рождения. За звание сильнейших борются 8 команд. Ну-ка, ниже! Вот твой игрок! Выйди с поля!
На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Абхазского телевидения. Всего доброго.